На данный момент уровень вакцинации населения республики колоссально низок. Из 787 детей, рожденных в 2022 году, привиты лишь 20 человек. Особую озабоченность у нас вызывают именно заболевания кори, потому что в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае, в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге стали регистрироваться и увеличиваться случаи заболеваний детей корью. Как известно, это очень опасное инфекционное заболевание, чреваты большими осложнениями. Именно эти осложнения и приводят даже к инвалидизации ребенка. Что касается ситуации по коре у нас в Абхазии, слава богу, нет. Но сейчас впереди летний сезон, миграционные процессы увеличиваются. У нас много мигрантов, довольно много мигрантов, а в среднеазиатские страны тоже у них регистрируются случаи заболевания корью. Поэтому, конечно, мы озабочены этой проблемой. С детской поликлиники разработали некую такую дорожную карту, которая позволит улучшить положение с вакцинацией. Когда коллективный иммунитет падает ниже определенных значений, то любой завозной случай может вылиться в эпидемию. Чем опасна эпидемия? Она опасна перегрузкой системы здравоохранения. Условно, мы имеем 5 реанимационных коек детских. У нас заболевает корью одновременно 30 человек. Из них 10, берем меньший процент, 10 требует реанимации, а у нас 5 коек. Кого из них мы туда положим, а кого оставим умирать? Сейчас нам скажут вывести в Россию. Подождите, а там точно такая же ситуация, там свои антипрививочники. И если будет эпидемия у нас, то с высокой степенью вероятности она будет в соседних регионах России тоже. Так они своих детей не положат на реанимационные койки, они наших возьмут. Вот эту ситуацию мы хотим предотвратить. Когда будет массовость. Вот эта массовость, она порождает высокие риски, и она порождает смерти. Снижение числа вакцинированного населения для нашей страны не уникально. Иммунизация – одна из наиболее успешных мер общественного здравоохранения, но за последние десятилетия прогресса в этой области не наблюдается. Данные мировой статистики стабильно показывают падение уровня вакцинации. По имеющимся данным на 2020 год глобальный охват снизился до 75% по всему миру, и эти цифры не могут не настораживать. В большинстве случаев, как указывают эксперты, падение уровня вакцинации связано с так называемым движением антиваксеров, выступающим против прививок. Здесь, скорее всего, самое основное, а вдруг пронесет. Ну, подумаешь. Ну, остальные же привиты. И вот здесь каждый, все же остальные сознательные, они привьются, а моего и так пронесет. Но таких сознательных становится все меньше и меньше. Если раньше как-то было, я помню Советский Союз еще, что какая-то ответственность, да, но есть дети, которых прививать нельзя по определению. ВИЧ-инфицированные дети, да? Это дети с какими-то онкологическими заболеваниями, которых, заметьте, сейчас, несмотря на отказы от прививок, становится все больше онкологии у детей. Это дети с пересаженными органами. Это дети с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями. То есть их нельзя прививать. Им прививка действительно нанесет колоссальный вред, а то и убьет, потому это категория, которая медицинские отводы. И когда я начинаю разговаривать о том, что не прививая своего ребенка, вы вот этим тоже наносите ущерб, мне отвечают, подумаешь, пусть об этом их родители думают. Да, антивакцинальное настроение есть, и буквально проводилось даже исследование вот этих антивакцинальщиков и родителей, которые не прививают. Там несколько категорий есть. Одни просто боятся, не зная последствий, а другие по неведению. Другие, извиняюсь, по безалаберности. Вот им некогда привести ребенка, и мы сделаем потом. Другие боятся ответственности. Но надо сказать о том, что высокая ответственность перед ребенком своим
До сих пор каждый пятый ребенок в мире не проходит рутинную вакцинацию жизненно важными прививками. И по оценкам ВОЗ, каждый год около 1,5 миллиона детей умирают от заболеваний, которые можно предотвратить с помощью существующих вакцин. Довольно часто как такового единого страха нет. Вот я разговаривала с многими их нельзя назвать антивакцинаторами, они просто вот отказники, да, скорее. Я его спрашиваю, почему? Мой ребенок здоров. Подожди, прекрасно, замечательно, это сейчас он здоров. А если заболевание начнется, тогда у него хороший иммунитет. Мы все делаем для того, чтобы иммунитет был хорошим. Тоже замечательно. Но даже при хорошем иммунитете, вот, допустим, с корью заразность порядка 90-100%. Какой бы хороший ни был иммунитет, но человек заразится. Все равно заразится. Противники вакцинации по обычаю подвергают сомнению безопасность и эффективность иммунизации, ровно как и ее правомерность. Представители антипрививочного движения призывают отказываться от вакцинации и приводят в свою пользу различные аргументы. Среди них множество антинаучных теорий и мифов, давно опровергнутых медиками, заблуждения и, конечно же, бытовые страхи. Например, часто сообщается об опасениях, что вакцина КПК может вызывать расстройство аутистического спектра. Этот миф основывается на сфальсифицированном и коротком медицинском исследовании британского медика Эндрю Уэйкфилда, сделанном в 1998 году. В 1998 году он обследовал 12 человек. Я почему заостряю внимание на цифре 12? Потому что 12 для медицины выборка совершенно недостаточная. Чтобы очень долго не рассказывать, могу только сказать, что вот его исследование в 2010 году было отозвано, потому что было проведено независимое обследование. Вот он исследовал 12 случаев, а есть такая компания Cochrane, кто как переводит. Так вот, они исследовали 675 тысяч. И они независимы, то есть не медицинская какая-то вот как фирма или компания или что-то. Нет, это как общественная организация, она больше идет. И вот они провели очень масштабное исследование и выяснили, что исследование Уэйкфилда недостоверно. Ну и вы сами прекрасно понимаете, да, 12 и 675 тысяч. Ну, разные вещи. Так вот, доктора Уэйкфилда исключили из медицинского реестра Великобритании из-за этических нарушений, связанных с его недобросовестным исследованием и личной финансовой заинтересованностью. При значительном снижении уровня вакцинации теоретически могут вернуться все давно регулируемые болезни – корь, краснуха, натуральная оспа, туберкулез. В вопросах столь важных, как вакцинация, нужно изучать статистику на больших выборках, советоваться с педиатрами, медиками, учеными, а не опираться на рассказы знакомых или блогеров. Юлия Самойлова, да? И она на Олимпиаде, на открытии Олимпиады пела. Так вот, и она сама в интервью говорила, ее мать, что она заболела после прививки от полиомиелита. Но официальный диагноз Юлии Самойловой – спинальная мышечная атрофия. Это также наследственное заболевание. Да, проявления начались в определенном возрасте, но если бы ей прививку не делали, эти проявления все равно бы наступили, поскольку заболевание обусловлено генетически. Получается, что человеку проще связать свои проблемы с чем-то внешним. То есть, кирпич на голову упал, прививку сделали, собака укусила, да? И поэтому люди изо всех сил ищут внешнего врага. Конечно, надо, чтобы планомерно проводилась работа, хороший участковый педиатр и доверительные отношения со своим педиатром играют очень большую роль в том плане, чтобы родитель принял решение. Почти все семьи приводят своих детей, доктора, и здесь у нас вакцинируются. Я не помню никакого серьезного последствия после нашей бельгийской вакцины, которая включает в себя корь,
паротит, краснуху, чтобы были какие-то серьезные осложнения. Необходимо также помнить, что колоссальное количество заболеваний было побеждено человечеством именно благодаря вакцинации, начиная от натуральной оспы и костного туберкулеза, заканчивая значительным уровнем снижения заболеваемости полиомиелитом, лечения от которого нет и который чрезвычайно опасен именно последствиями для организма человека. По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались живых 1,5 миллиона человек, и 18 миллионов могут ходить. Лечения против полиомиелита эффективного не существует. Если, допустим, можно надеяться при коклюше, при дифтерии, да, на антибиотики, что вытащат, то полиомиелит тут уж как повезет. И тут очень зависит от того самого иммунитета. Отмирают нервы, и все, и с этим ты ничего не сделаешь. Если при ДЦП, если приложить огромную массу усилий, то можно немножко скомпенсировать человека, то после полиомиелита нет. Это навсегда. Часть опасения общества в вопросах вакцинации, как показывает статистика, связаны с непосредственно компонентами вакцин или же их производителями. В нашу республику завозятся вакцины российского производства и производства ЮНИСЕФ. Они абсолютно безопасны, проверены и опытом, и годами, а порой десятилетиями использования. Регулярно на всех каналах, по всем СМИ, всем объясняем, откуда берутся вакцины, как перевозятся, с соблюдением холодовой цепи. Все это контролируется, потому что никто из нас не хочет навредить ни одному ребенку. Вот просто никто. ЮНИСЕФ тоже старается изо всех сил. Теперь уже многие вакцины оснащены индикаторными кружочками. Если вакцина была нагрета, кружочек меняет свой цвет, перекрасить его невозможно. Если он цвет поменял, мы его просто выбрасываем. Даже не пытаемся рисковать. Вакцин у нас предостаточно. ЮНИСЕФ, с учетом того, что у нас очень маленькое детское население, поставляет нам самые модные вакцины. В России очень многие хотят привиться именно этими вакцинами. Но там им и эти вакцины приходится чаще всего покупать в аптеках. И стоимость одной дозы составляет от 5000. И мы можем сказать: извините, мы вот эту не хотим, вот эту нам дайте. И ЮНИСЕФ идет нам навстречу. Каждая вакцина, которая сюда завозится, она имеет документы, причем все документы, как положено, со всеми печатями. Все это сперва изучается, потом мы можем сказать: да, хорошо, давайте. А можем сказать: извините, вы знаете, вот вы нам там в прошлом году или позапрошлом вот эту привозили, давайте вы нам лучше эту привезете. И ЮНИСЕФ соглашается. У нас отличный вакцинальный кабинет, современный, вновь отремонтированный, соответствующий всем стандартам, санэпидрежимам. У нас новая, молодая, но опытная медсестра вакцинального кабинета. Ну и общая обстановка, конечно, дружелюбная. На данный момент в детской поликлинике уже принимаются меры по увеличению уровня вакцинирования населения. Мы хотим сделать выборку детей, то есть список детей составить, которые посещают школы и детские дошкольные учреждения, которые по тем или иным обстоятельствам не получили коревой вакцины, чтобы мы могли контролировать эту ситуацию. Теперь хотим сделать индивидуальное приглашение родителям и раздать приглашение на вакцинацию. И начать вакцинацию от кори, вот этой категории детей, которые не получили вакцину от кори. Я приглашаю родителей: не бойтесь, да, это волнительно, да, мы понимаем, конечно, сделать инъекцию своему ребенку, который начинает плакать, вот, но надо думать о последствиях. И потом с чувством исполненного долга смотреть на своего ребенка, что вы уберегли его от тяжелых инфекций. На каждый аргумент противников вакцинации существует рациональный ответ. Исследования в действительности не верны. Для экспериментов в нашей республике слишком маленькая выборка, малое количество детского населения. А врачи всегда превыше всего ставят жизнь человека, и тем паче ребенка. Страх перед неизвестностью и неопределенностью свойственен людям, но лучше лишний раз проконсультироваться с врачом и поискать достоверную информацию, нежели рисковать жизнью и здоровьем родных людей. Ответственное отношение каждого гражданина к вакцинированию – это в первую очередь защита себя и своих близких.
Рада Чачава, Константин Парулуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.